Представить объект счастья, вырезать его из сознания и повесить на всеобщее обозрение. Подобный сеанс психотерапии в Национальной библиотеке проходит впервые. Здесь же можно выбрать для себя подарок из тех, что принесли сами посетители, и прочитать литературу о том, как стать счастливым или успешным. Так в Грозном отмечают Всемирный день счастья. Ко Дню счастья мы подготовили такую развернутую книжную выставку. Называется «Дороги, ведущие к счастью». Путей счастья много. Одна из них ведущая в библиотеку. Безусловно, в понятие счастья каждый человек вкладывает частицу своего представления об этом ощущении, но точно известно, что благополучие в этом деле играет не последнюю роль. Его обеспечивает создание учебных и медицинских учреждений, развлекательных и торговых комплексов, развитие спорта, культуры и туризма. Все это также отражается на индексе счастья жителей. Ровно 3 года назад, сегодняшний день, Генеральная Ассамблея ООН был официально признан Международным днем счастья с целью показать, что счастье – основная цель человечества. Поэтому все страны мира должны сделать все, чтобы улучшить материальное благосостояние каждого человека. Но в этом ли действительно заключается счастье? Счастье – это вот краткие моменты твоей жизни. В эти моменты входит, наверное, радость людей, вот, которую ты даешь окружающим. Счастье – это то, что у нас нет войны, то, что у нас все уже обустроено, и то, что каждый человек может, не боясь, сюда приехать. Когда все близкие рядом с тобой, они здоровы и живы. Для меня счастье – это жизнь с вами. Если брать масштабы всей страны, то тут обстановка не лучше прежних времен. Обострение отношений с Западом, как следствие экономические санкции, нестабильный курс рубля. Но несмотря на все это, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне стали чувствовать себя даже счастливее. За последние 25 лет индекс счастья достиг 74%. Счастливых респондентов больше в возрасте от 18 до 24 лет. 30% россиян отметили наличие благополучия в семье. Важным фактором для 13% опрошенных является наличие интересной учебы или работы, а несчастными себя ощущали респонденты с низким уровнем дохода. Таковых оказалось 12%. Последним остается попытаться выработать в своем организме гормоны счастья. Эндорфины и серотонины можно получить, например, употребляя сладости или совершая ежедневную зарядку. Луиза Хатуева, Адам Чекуев. Новости.